Высокую явку на президентских выборах – вот главная задача региональной избирательной комиссии, подчеркивает ее председатель. Особенно необходимо достучаться до тех граждан, которые зарегистрированы в республике, но проживают за ее пределами. А это довольно значительная часть избирателей, из-за которых явка на выборах в Коми раньше ощутимо снижалась. Теперь им не нужно ехать сюда за открепительными документами. Их отменили. Сегодня человек сам вправе выбрать участок для голосования. Для этого с 31 января по 12 марта ему нужно обратиться в любую территориальную избирательную комиссию на территории России или пункт приема заявлений. Их адреса есть на сайте. Написать заявление можно и в многофункциональных центрах. То есть, если вы куда-то, например, уезжаете, назовете примерный адрес, где вы будете находиться, оператор зайдет в систему и определит ближайшее помещение для голосования, где вы сможете проголосовать в день голосования на выборах президента Российской Федерации. Все это будет зафиксировано в заявлении о голосовании по месту нахождения, отрывной талон которого после оформления заявления будет выдан избирателю, для того, чтобы он помнил, по крайней мере, где и как ему надо голосовать. С 25 февраля заявления будут принимать участковые избирательные комиссии, но самый легкий способ подачи заявления – это через портал госуслуг. Это же касается и студентов, обучающихся за пределами республики, и граждан, которые во время выборов окажутся в командировке. Кроме того, необходимо привести в порядок регистр избирателей. Сегодня есть граждане, которые имеют регистрацию в 2 и более регионах. Миграционная служба, например, сверяя свою базу данных, выявила 600 тысяч повторяющихся подписей. В Коми 2600 таких двойников. Сверять придется и данные об умерших гражданах. Здесь тоже все оказалось не вполне гладко. Сразу вам так скажу, около 600 граждан мы выявили в нашей базе, которые числились у нас как избиратели, хотя они уже умерли. Сейчас уточняем, опять же, информацию по недееспособным. Сами мы все прекрасно понимаем, что недееспособный не обладает активным избирательным правом, не вправе голосовать на выборах. Он остается в регистре избирателей, но напротив его фамилии ставится галочка. И при изготовлении списка избирателей он в него не попадает. Практика, опять же, субъектов Российской Федерации показала, что вот этих галочек в государственной автоматизированной системе выборы гораздо меньше, чем по факту. Еще одна проблема регистра – осужденные. Например, гражданин отбывает наказание в виде лишения свободы до 5 лет, но в списке избирателей он все равно значится. Поэтому сегодня избирком планирует сопоставлять свою базу с базой УФСИН. Как результат, должен появиться точный регистр избирателей, что позволит выявить реальную явку на выборах президента России. Елена Кононова, Антон Ворожищев, телеканал Йорган. После